Во все времена патриотизм играл особую роль не только в духовной жизни народа, но и в экономическом, политическом, социальном и культурном плане. В каком-то смысле патриотизм выступает фундаментом государственности, залогом эффективного функционирования всей системы социальных и государственных институтов. Возникает вопрос, а что представляет собой патриотизм и какую роль он играет для нашего общества? Понятие патриотизм имеет достаточно широкую трактовку. С греческого языка патриотизм означает патриотес – земляк, соотечественник, и патрис – родина. Патриотизм – это эволюционное понятие. В каждую эпоху оно имело различное социальное и ценностное содержание, но в то же время оно всегда было неотделимо от таких категорий, как отчизна, любовь к родине. Известный российский писатель и историк Карамзин, говоря о патриотизме, выделял 3 элемента его составляющие. Первый – физическая любовь к родине, то есть к месту, где человек родился и вырос. Второй – любовь гражданская, под которой понимается социальная связь человека с обществом, комплексом прав, свобод и обязанностей. Третьим элементом является любовь политическая, то есть человек поддерживает и осуществляет в своей деятельности политические идеалы Родины. В настоящее время патриотизм выступает в качестве нравственного и политического принципа, под которым понимается любовь к Отечеству и готовность подчинить свои интересы интересам государства. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения своей страны, желанием сохранить ее культурные особенности, а также стремление защищать интересы Родины и своего народа. Гость рубрики «Патриот» Советбек Арбаев, экс-командующий внутренними войсками МВД Кыргызской Республики 2010-2014 годов, экс-председатель Государственной службы исполнения наказаний при правительстве Кыргызской Республики 2014-2015 года. Сегодня, естественно, наша тема будет патриотизм. Скажите, пожалуйста, по-вашему, с чего начинается Родина? Это песня нашей молодости, нашего детства. Мы на таких песнях выросли патриотических. А Родина, она действительно начинается именно с порога родного дома. А в этом слове очень большое значение. Каким ты человеком вышел из дома? Как тебя воспитали родители? Семья, школа, дети. Зависит очень многое в дальнейшем пути молодого человека. Говоря о теме патриотизма, наверное, надо всего начинать действительно с того, каким ты человеком вырос в своей семье, в своей среде. И в дальнейшем, когда молодой человек уже дальше выбирает свой путь, свою профессию, идет по жизни различными путями, он всегда будет фундаментироваться на том, как его воспитали. А вот чем отличается патриотизм от национализма? Так, это извечно такой сложный вопрос. Иногда, да чаще всего путают патриотизм с национализмом. Национализм, он зарождается раньше, чем патриотизм, поскольку при воспитании человек родился, он растет в своей семье. Он воспитывает в своей семье как? Чтобы он уважительно относился к своим родным, близким. Потом расширяется его круг, когда он вырастает, он находится где? Находится среди таких же людей, которые одной национальности. И он начинает защищать интересы этой национальности. И потихоньку заражается. Потом уже, когда он подрастает, уже проявляется чувство патриотизма, он понимает, что это такое патриотизм. Но в некоторых случаях национализм при неправильном воспитании, что ли, и так далее, берет вверх чувство. Но это очень такое чувство, да, опасность иногда представляет, поскольку человек с возрастом, он учится, он определяет определенное возраст, а потом он приносит свои плоды своему государству, он находится где-то работает, где-то от него уже что-то будет зависеть для государства. Вот тогда, если он будет чисто националистом, окружающие его не только же одной национальности в государстве живут, тогда будут ущемляться интересы других национальностей, которые проживают вместе с ним. А этого как раз делать нельзя. Поэтому вот тут немножко разница есть.
патриотизма и национализма. Здесь нужно очень тонко относиться к этим вопросам. У нас программа называется «Мосдружба». Через нашу программу к чему бы населению, молодежи призывали бы вы, как опытный военный, уже действительно как уже настоящий патриот? Пользуясь случаем, что ваш такой авторитетный, я давно уже слежу за вашим изданием, журналом «Мосдружбы», который объединяет действительно не просто название, а действительно по сути вы проводите такие действия, объединяющие многие национальности, многие страны. Я хотел бы обратиться к вам и через ваш журнал кому-то это в руки попадет или через вашу передачу. Тоже «Мосдружбы». Да, «Мосдружбы». Я останавливался на том вопросе, как было бы нам хорошо, если бы на Земле не было вообще войны. И поэтому я бы тоже сейчас хотел бы еще обратить такое и подчеркнуть на ту проблему. Всегда каждому, если придется какие-то вопросы решать, такие конфликтные попадет решать их путем мирного, переговоров и так далее. Все эти вопросы можно решать за переговорным столом. Все можно решить. Очень хочется, чтобы каждый понял следующее. Патриотизм как политический, общественный и нравственный принцип отражает отношение человека к своей стране. Это отношение проявляется в заботе об интересах своего Отечества, в готовности ради него к самопожертвованию, верности и преданности своей стране, в гордости за ее социальные и культурные достижения, в сочувствии к страданиям своего народа и осуждении социальных пороков общества, в уважении к историческому прошлому своей страны и унаследованным от него традициям, в готовности подчинить свои интересы интересам страны, в стремлении защищать свою страну, свой народ. Патриот – тот, кто добросовестно трудится на благо своей страны и призывает к этому окружающих, кто помогает совершенствоваться своим согражданам. Не заботясь о других, рискуешь остаться в одиночестве. Таппайсың иық жоқ мындай, ардақтап апа десең апаңа тең.